В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Лесные пожары в Якутии. Из Хабаровска на помощь лесоохране прибыл самолет-амфибия Б-200. На диком пляже в Якутске обнаружено тело спасателя, который 5 дней назад утонул в реке. Люди из-за жары продолжают рисковать своей жизнью. В Якутске построят новый каток. Георгий Балакшин сообщил, что объект начнут возводить уже в следующем году. Плавучий университет прибыл в Ленск. Участники научной экспедиции соберут информацию в области географии, экологии и истории Ленского района. Якутянка в оркестре Юрия Башмета. Репортаж о том, каково работать с лучшими музыкантами страны. В Якутии бушуют 16 лесных пожаров. 2 из них локализованы в Усть-Алданском и Нюрбинском районах. Наиболее сложная обстановка остается в населенных пунктах Жархан и Хаты Нюрбинского района. Угрозы населенным пунктам нет. Также крупные лесные пожары действуют в Вилюйской группе улусов. Как отмечают специалисты, большинство возгораний происходит по вине человека. На помощь якутской лесоохране прибыл самолет Б-200. На территории республики с целью защиты населенных пунктов и объектов экономики на дежурстве находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра, а также со вчерашнего дня работает самолет-амфибия Б-200 ЧС. Отработал в Намском районе, произведено более 16 сбросов и на пожар сброшено более 190 тонн воды. 90% территории нашей – это зоны контроля, то есть практически мы можем там тушить лесные пожары в связи с угрозой населенным пунктам и объектам экономики. Поэтому имеется, конечно, крупные лесные пожары, но в сравнении с прошлым годом, конечно, у нас ситуация более-менее нормальна. Ситуация под контролем, все силы и средства наготове. В пожароопасный сезон в небо поднимается служба авиационной охраны лесов. Кристина Якупова увидела картину, которая открывается с высоты птичьего полета. Иллюминаторы сейчас ничего не видно, все в дымовой завесе. Под нами Намское лесничество, площадь возгорания 1000 гектаров. Летчик-наблюдатель Святослав Колесов с воздуха осматривает местность. Задача – перебросить сюда бригаду лесных пожарных из горного района. Работа ведется планово, но наши планы рушат вот именно погодные условия. То, что ребята вручную пропахали там порядка 7 километров, сегодня пожар самоверховым перебросило. И 3 группы оказались внутри пожара. «90 человек отвоевывают земли, но огонь охватывает целые гектары за считанные минуты. Порывы ветра до 7 метров в секунду помогают стихии охватывать большие территории». Опасности никакой нет, но тем не менее, конечно, пожар пока локализовать пока не удается. С сегодняшнего дня утра работает самолет Би-200 МЧС России, который прибыл там на помощь Хабаровска, но пока, как видите, результатов таких ощутимых нет. Этот участок еще вчера был окутан дымом, но сегодня пожар 4А горного лесничества удалось ликвидировать. Однако борьба с огнем в Намском улусе до сих пор продолжается. Кристина Якупова, Павел Пахомов, Намский и Горные районы. Сегодня утром стало известно, что Центральный банк России отозвал лицензию банка Татта. Вкладчики смогут единовременно получить до 1 миллиона 400 тысяч рублей через агентство, осуществляющее страхование вкладов. Об этом нашему телеканалу рассказал исполняющий обязанности первого зампреда правительства Якутии Алексей Стручков. При этом он добавил, банк Татта является участником страхования вкладов, поэтому в соответствии с федеральным законом о страховании вкладов отзыв лицензии у банка является страховым случаем. Вкладчики, которые имеют вклад в банке Татта, они могут
обратиться с заявлением во временную администрацию, будет сформирован реестр вкладчиков и установленные законодательным сроки начнутся выплаты либо через государственную корпорацию агентства страхования вкладов, либо через кредитную организацию, которая будет на конкурсной основе определена агентством по страхованию вкладов. В отношении юридических лиц, вот как я уже сказал, приказом Банка России назначена временная администрация, она будет действовать до сроков определения либо конкурсного управляющего в соответствии с федеральным законом о несостоятельности, банкротстве, либо определения ликвидатора в соответствии с федеральным законом о банках и банковской деятельности. И, соответственно, временный управляющий, либо ликвидатор банка будет сформирована конкурсная масса, и после реализации которой также будет сформирован реестр должников, которому в равной части будет выплачиваться та сумма, которая сегодня есть во вкладах в банке. Сегодня в Якутске было обнаружено тело известного спасателя Тимура Алимова, утонувшего на диком пляже в районе Петуховки. Мужчина утонул 30 июня. На месте происшествия работали водолазная станция службы спасения и инспектора ГИМС. Сильное течение, водовороты и большой участок для поиска создавали определенные сложности. Дикие пляжи – картина привычная для Якутска. ГИМС проводит рейдовые мероприятия по подобным местам. Июльская жара вынуждает горожан и гостей столицы купаться в водоемах столицы и его пригородов. Но зачастую это становится опасным видом времяпровождения. На рейд со спасателями выехала и наша съемочная группа. Репортаж Дмитрия Тымырова. Первый пункт рейда – 202-й микрорайон. Здесь находится единственный официальный пляж в Якутске. Тысячи горожан каждый день спасаются от жары. Вход бесплатный. Обязательное условие – не проносить алкогольные напитки и стеклянную тару. Однако нетрезвых нарушителей хватает. Ну, выходные часто, считаю, через каждого человека. А в будние дни не так уж и сильно. Сотрудники ГИМС и комиссия по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с детьми, которые пришли на пляж без родителей. На ваших родителей будет составлено постановление по делу административного правонарушения. Почему ваши родители допускают на водный объект зону повышенной опасности без присмотра взрослых? Малыши тут же покинули территорию городского пляжа, а комиссия поехала дальше. Следующий пункт – несанкционированный пляж в районе Петуховки. В прошлом году власти города здесь официально запретили купание. Они здесь выставили запрещающие знаки, а также вырыли ямы на дорогах. Но и это на сегодня не останавливает горожан. Знаки игнорируют, алкоголь распивают. Чем опасна Петуховка? Вот посмотрите, здесь сильное течение, казалось бы, коса. Люди ходят вброд, потом доходят до определенного места, и там обрыв. Глубину может быть 7 метров. Человека быстрое течение подхватывает течением и начинает уносить. Проверки несанкционированных пляжей будут проходить каждую неделю. Сегодня лишь профилактические беседы. Помогут ли? В прошлом году в районе Петуховки утонули 12 человек. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. В Нюрнбергском районе проводятся регулярные мероприятия по подготовке объектов энергетики, жизнеобеспечения и социальной сферы к работе в зимний период текущего года. Насколько сейчас район готов к зиме, в материале наших коллег. На сегодняшний день в Нюрнбергском районе выполнение общих плановых объемов работ, объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда в целом составляет 23%. Учреждения социальной сферы готовы на 27%. Музей истории освоения Южной Якутии имени Пьянкова готов на 26%. Центр культуры и духовности имени Пушкина на 56%. В поселке Серебряный Бор детский сад «Незабудка» полностью готов к зимнему периоду. 6 образовательных учреждений Нюрнбергского района уже имеют паспорта готовности к отопительно-зимнему периоду. Постановлением была создана межведомственная комиссия, которая занимается осуществлением контроля над ходом подготовки к зиме. В состав межведомственной комиссии были включены руководители ресурсоснабжающих организаций, главы поселений, руководители надзорных органов. Утвержден график проведения совещаний межведомственной комиссии. В настоящее время на обслуживании персонала предприятия ЗАО «НРЭС» находится 248 километров кабельных и 91 километр воздушных линий, 124
трансформаторные подстанции, в том числе 5 распределительных пунктов и 40 комплексных трансформаторных подстанций. На сегодняшний день полным ходом идет подготовка к зимнему периоду. Все работы ведутся согласно установленному графику. Основным направлением является капитальный ремонт кабельных и воздушных линий, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Большое внимание уделяется расчистке просек. На сегодняшний день готовность к осенне-зимнему периоду составляет более 50%. Организациями коммунального комплекса продолжаются мероприятия по промывке и дезинфекции водопроводных сетей, резервуаров централизованного водоснабжения согласно графикам. Александра Цыбикова, Иван Николаев, Лилия Ягудина, Нерюнгри. В следующем году в Якутске начнется строительство нового ледового катка с бассейном. Об этом сегодня заявил министр спорта Георгий Балакшин на пресс-конференции с участием олимпийского чемпиона Виктора Ана, который находится с визитом в Якутии. Как сообщил Георгий Балакшин, в планах строительства сразу 3 объектов в поселке Чульман и городах Алдан и Якутск. Первый объект планируется построить у нас в поселке Чульман Нерюнгринского района, там ФОК с катком. Второй объект в городе Алдан, ФОК с плавательным бассейном. И третий объект, который планируется построиться, это в городе Якутске, ФОК с катком и с бассейном. Место было определено в районе Белого озера. Поэтому работа над этим идет. В принципе, с 2019 года строительство этих трех объектов должно начаться. И в продолжении спортивной тематики в эту субботу сборная России проведет четвертьфинальный матч со сборной Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. И сейчас на прямой связи из Москвы находится наш спецкор Максим Кардозу, который следит за ходом Мундиаля. Максим, приветствую. В программе чемпионата пауза перед четвертьфинальной стадией. Чем живет столица и пришел ли в себя город после ошеломляющего успеха нашей сборной в матче с Испанией? Добрый вечер, Алексей. Конечно же, Москва пришла в себя, но мы все, как ты сказал, в ожидании, потому что главные матчи начнутся только завтра, ну а все внимание приковано к субботе, где будет игра России и Хорватии. И, конечно же, здесь, в Москве, многие сокрушаются о том, что игра состоится не в столице и не в Петербурге, куда можно быстро доехать, а в Сочи. Все-таки до Сочи немного далековато. Кстати, билеты на авиарейсы уже все распроданы, на пятничные и субботние рейсы. Авиакомпании говорят о том, что должны запустить дополнительные самолеты, чтобы все болельщики смогли посмотреть. Правда, посмотреть сам футбол на стадионе Фишт будет довольно сложно. Самый дешевый билет сейчас стоит 90 тысяч рублей. Зато можно погулять и насладиться той невероятной атмосферой, которая будет во время этого матча. Кстати, насчет гостиниц. Гостиницы, которые находятся в Ереметинской долине, это около арены, они почти что все заняты. Например, есть такой очень большой комплекс, называется он «Богатырь». Там мест не было еще 2 дня назад. Так что вся страна готовится, Москва готовится, все ждут. Я думаю, Якутск не будет спать опять в субботу. Главное то, что в воскресенье не нужно идти на работу, и это будут какие-то потрясающие эмоции, несмотря ни на что, несмотря на результат, потому что наша сборная выступает очень достойно, и мы уже в 1/4. Ну а если будет 1/2, я просто не знаю. Я просто не знаю, друзья, что здесь будет твориться. Будем за всем следить, постараемся выйти для вас в прямой эфир после игры, и, конечно же, следим и болеем. Кстати, болельщики русские очень креативные. В интернете очень много смешных роликов. Например, люди камлают шаманский бубен перед экраном, проводят православные всякие разные ритуалы. И, конечно же, все ждут и надеются на чудо. Я думаю, что наши футболисты готовы еще на одно чудо. Алексей? Максим, ну все понятно с российскими болельщиками. Сборную России ждет огромная поддержка. Но видно ли в Москве, может быть, как в транзитном городе, болельщиков из Хорватии? Как ты думаешь, насколько там большая поддержка будет у соперника? Если честно, болельщиков не так много. И они разъезжаются из 32 команд. В игре осталось лишь 8. И хорватов я, если честно, не видел. Но все ждут бразильцев. Все ждут бразильцев, этих веселых парней, которые устроят на улицах карнавал. Ну а в Сочи, я думаю, в Сочи все приедут. Спасибо, Максим. Я еще раз напомню, что на прямой связи из Москвы был наш собственный корреспондент, который следит за ходом чемпионата мира по футболу.
Другим событиям. Строительство моста через Лен и судоверфь в Жатае помогут в развитии не только Якутии, но и всего Дальнего Востока, уверен Айсен Николаев. Сейчас руководитель региона находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку, где проходят совещания по развитию округа. В том числе прошло совещание под председательством руководителя Совета безопасности России Николая Патрушева. И вот как прокомментировал нашему телеканалу итоги поездки в Петропавловск-Камчатский Айсен Николаев. Николай Платонович Патрушев в своем выступлении отметил два вопроса, связанных с транспортной инфраструктурой. По Якутии это строительство мостового перехода через Лену и строительство судоферри в Жатае. Оба проекта крайне важны в целом для Дальнего Востока, по мнению секретаря Совбеза, так как они решают проблемы не только Республики Саха-Якутия, но и решают геополитические задачи обеспечения транспортной безопасности в целом по Дальнему Востоку и в целом по Российской Федерации. По оценкам специалистов, уже через 4 года Жатай станет центром судостроительства региона. Завод придаст импульс развитию внутренних водных путей не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Как сегодня ведутся работу и какие надежды возлагают на масштабную программу модернизации, в материале Сарглан Захаровой. Многотонные баржи, габаритные танкеры, великаны, созданные человеком. Жатайский судоремонтный завод еще не верфь, но работы здесь все равно хватает. Латать пробоины сложнее, чем строить заново, говорят ремонтники. Тем более, что самому молодому судну из всего флота почти полвека. Если мы не начнем вот буквально в ближайшие 10 лет выпускать новые суда и менять то, что осталось старое, просто завозить в Якутии работать нечем будет. Строить новые суда готовы. Есть люди и опыт. В производственном цеху 50 единиц техники, но так же, как и флот, с полувековым износом. Все, что мы сейчас здесь видим, верой и правдой, служит заводу еще середины прошлого столетия. Практически ничего не изменилось с советского времени. Например, этот станок был изготовлен еще в 1967 году, другой в 1983. Но есть здесь еще и настоящие раритеты, которым больше места в музее, чем в действующем производственном цеху. Зуборезный станок произведен в 1939 году. Привезли в Жатайский завод сразу после войны. Спустя 70 лет на нем изготавливают шестеренки. Только мощности уже не те, говорит Владимир Племянин. Я работал на землеройке, у нас там был зуборезный станок горизонтальный. В зависимости от модуля, диаметра и длины шестерни. Мы их делали, по-моему, 5 штук в смену. Владимир знает историю каждого станка в цехе. Некоторые были здесь до его прихода в завод в далеком 1974 году. Но в кризисные 90-е оснащение прекратилось. Теперь вся надежда на модернизацию. Впереди грандиозные планы. Сейчас более перейдет на не вот такой ручной труд, а будет автоматизирован. Если будут станки, они будут с ЧПУ там токарные. Если будут сварочные, они тоже будут полуавтоматические. Все будут с программным управлением. Так что немного квалификация изменится. Я думаю, что и сюда будет более-менее новое. Помимо высоких технологий на территории завода появятся новые ангары для строительства судов. Расширят площадь слипа, открытого участка для ремонтных работ и 400 дополнительных рабочих мест. Сарглана Захарова, Григорий Охлопков, Жатай. А сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. 130 километров новой автомобильной дороги. На трассе Вилюй кипят дорожные работы по укладке асфальта. Плавучий университет прибыл в Ленск. Участники научной экспедиции соберут информацию в области географии, экологии и истории Ленского района. Якутянка в оркестре Юрия Башмета. Репортаж о том, каково работает с лучшими музыкантами страны. В эфире телеканала Якутия-24 мы продолжаем следить за развитием событий. 130 километров новой дороги. Такую задачу в этом сезоне перед собой ставят строители автодороги Вилюй. Кроме того, дорожникам предстоит возвести на пути исследования 6 мостовых переходов. Объемы стройки оценил Александр Зубехин. К середине осени дорожники отремонтируют 2 участка федеральной трассы Вилюй. Общая протяженность 32 километра. Весной дорога тонула в воде. Покрытие не справлялось с нагрузкой и интенсивностью движения. Вот эти участки, которые подверглись реконструкции, они находились даже в минусовых отметках. Если мы говорим, что от бровки дороги, тогда большегрузный транспорт из себя представлял это самую большую автомашину КРАС или МАЗ, то на сегодня вы понимаете, какие нагрузки приходятся на наши дороги.
Это возят и 40, и 60 тонн. Двухполосную трассу прокладывают с нуля. Дорогу делают выше, закатывают в асфальтобетон шириной 10 метров. Повороты станут более плавными. Это повлияет на обзор дороги и безопасность. Уложено, получается, верхний слой основания из крупной зернистой асфальтобетонной смеси полностью. Уложены, сделаны откосы. Биоматы уложено 70 тысяч квадратов из 300 тысяч, которые запланированы проектом. И георешетка уложена 30 тысяч квадратов, а проектом предусмотрено 65. Это половина того, что уже сделано. Задействованы 100 человек и 70 единиц техники. Через 3 дня укладывают второй слой асфальта. Пропускная способность нового покрытия составит 2000 машин в час. Хотим добиться, чтобы и проезжаемость была, и чтобы радовались жители, что здесь уложен асфальтобетон, и красота, чтобы везде было все как бы на откосах трава, дорога, уложен асфальтобетонное покрытие в соответствии с ГОСТам и нормам. В планах к 2021 году привести дорогу Вилюй в нормативное состояние. Это 1296 километров. Александр Зубехин, Семен Семенов, Илья Сыромятников, Якутск. Плавучий университет по реке Лена прибыл в Ленск. В порт города причалило судно «Капитан Горовацкий» с участниками известного проекта на борту. В Ленске отряд пробудет 3 дня. За это время они выполнят свою научную программу, рассказывает Светлана Балеева. Участники проекта причалили к Ленску сегодня утром и сразу же отправились на встречу с главой района. Во время беседы тьюторы рассказали Жумарту Абельманову о своих планах на ближайшие 3 дня, которые проведут в Ленском районе. Так отряд планирует в полевых условиях изучить мерзлотные и карстовые процессы, качество питьевой воды, а также изучить рыб, обитающих в ленских реках. Это изучение рыб, которые на Лене у нас находятся, прямо и паразитология их и так далее, и размеры, объемы. И я думаю, что наши исследования будут очень важны не только для нас, как, допустим, ученых, да, а для населения, потому что мы пробудим их интерес к тому, чем владеем вот мы. Так участники проекта пообщаются с местными жителями. Во время беседы отряд надеется собрать как можно больше информации в области географии, экологии и истории Ленского района. Они носители истории, и они так много, оказывается, знают. Может быть, они не пишут много, там статей не делают научные, но то, что они знают, это большой клад. До обеда состоялась и встреча с общественностью. А во второй половине дня, разделившись на группы, участники проекта посетили городские объекты. Группа участницы проекта Валерии Белогубовой посетила ленские источники. Сейчас мы приехали отбирать на местных родниках пробы. Здесь была отобрана проба 0,5, бутылка 0,5 литров для макроанализа. Также была измерена температура воды, которая стояла 3 градуса, также pH, электропроводность. В дальнейшем это все пойдет в лабораторию подземных вод в Институте мерзлотоведения для изучения. Завтра отряд отправится по наслегам района. В нашем городе плавучий университет пробудет до пятницы. Затем судно отплывет в поселок Витим, где отряд также проведет научно-исследовательскую деятельность. На обратном пути вернутся в Ленск. На расширенном совещании будут подведены итоги визита. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Отдых в детской и оздоровительной базе «Алмаз» идет полным ходом. В первый сезон лагерь принял 215 детей. Следить за тем, как дети отдыхают, вызвался педагогический отряд «Стрекоза» из Новосибирского государственного педагогического университета. Студенты с удовольствием приезжают в Ленск. Впереди еще 2 месяца отдыха и много интересных моментов. Как проходит первый сезон в лагере, расскажут наши коллеги. Почти 2 недели в детской оздоровительной базе «Алмаз» шумно и весело. Отдохнуть и улучшить здоровье съехались 215 детей. В основном ребята из Ленска и Ленского района. На первом сезоне всего 3 воспитанника из Мирного. Сильно тут нравится. Именно хорошие ребята, очень прикольный лагерь. Всегда вот дискотеки, через 2 дня каждые. Очень много ребят, с которыми я дружу. На втором сезоне приезжих ребят будет больше. Из Удачного ждут 15 детей. На третьем сезоне лагерь посетят 27 ребят из Мирного и Айхала. Ответственно следят за детьми студенты Новосибирского государственного педагогического университета. Здесь ты 24 часа с детьми, и всю себя нужно отдать им полностью. И ты вечером остаешься уже просто без эмоций и не можешь справиться с усталостью, ложишься спать и все. 2-й год я уже сюда приехал. За 2-й год это, наверное, одни из самых хороших детей. Возраст 11-13 лет. Не скажу, что прям сильно устаю. Мне нужен 1 день выходной, и остальное время я готов работать
уже привычка. И мотивация детей идет, поэтому особо не устаю. Педагогический отряд «Стрекоза» на протяжении многих лет приезжает в Ленск на практику в лагерь «Алмаз». И даже растут по карьерной лестнице. В 2017 году Алексей Ратахин был вожатым. На сезон 2018 года он приехал в должности методиста. Появляется административная какая-то работа, все эти вещи с документами. И тут ты работаешь не с детьми, не с юным возрастом и так далее, не с их психологией. А тут предстоит работа именно уже с педотрядом. То есть это уже другая сфера, другое понимание, другое сознание. Летний сезон 2018 года для алмазовцев только начался. Впереди еще много интересных, насыщенных мероприятиями дней. Детская оздоровительная база «Алмаз». Ее коллектив не устает удивлять ребят, которые здесь не в первый раз, и обязательно покажет, как здорово можно провести лето тем, кто посетил лагерь впервые. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Ученица высшей школы музыки Дарья Шахурдина прошла отбор на 3-е всероссийское турне симфонического оркестра Юрия Башмета. В сентябре Дарья с оркестром отправится в первое турне по Азии. Концерты в рамках гастрольного тура пройдут в Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле. Талантливой якутянке предстоит работать с лучшими музыкантами страны. Подробности в материале Марфирины Алексеевой. Талант, говорят про Дашу. Отличный музыкальный слух с раннего детства. Любовь к музыке привела мама, Феодосия Шахурдина. Оперная певица, заслуженный артист Якутии, записывала дочку в различные музыкальные кружки. В итоге остановилась на скрипке. Вступительные экзамены в высшую школу музыки прошли для Даши без сложностей. Феноменально, удивлялись преподаватели. В высшую школу музыки я поступила в 7 лет. Играю я на скрипке. Меня Ларскитевна тоже прослушала, проверила мой слух, ритм. Она сказала, что я тебя принимаю в свой класс. Я так обрадовалась. 8 лет она уже у меня играла с симфоническим оркестром филармонии под управлением Фабио Мастранджело. Солировала она. Она играла концерт, я уже не помню, какой концерт, да, вот. И с таких вот лет она уже, с симфоническим оркестром играть 8 лет, это как-то уже достижение. Сегодня Даша выступает в ансамбле скрипачей-виртуозы Якутии. За 2 года объездила с концертами весь мир. Мечтала попасть в состав виртуозы Якутии. И вот у нас мечта осуществилась, нас приняли виртуозы Якутии. Они очень много произведений играют. Вот 150 произведений, да, в уме держать. Это они же ансамблем играют, да, и все это они наизусть играют. И вот они вот все каждый день кропотливо играли, учили эти произведения, и вот она в конце концов поступила в виртуозы Якутии. Эта мечта у нас сбылась такая. Весной Даша участвовала во всероссийском отборе в симфонический оркестр легендарного Юрия Башмета. Прослушивание проходило в 16 регионах России. Участники – 600 молодых музыкантов. Для концертного турне отобрали всего 80 юных талантов. Для меня это было неожиданно. Приезжали в Якутск и проводили отбор в Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета. Я приняла участие и совсем забыла то, что я там играла в этом отборе. И вот позвонили 30 июня вечером, сказали то, что я принята в этот оркестр. Я так обрадовалась. Первое турне с оркестром Юрия Башмета Даша отправится уже в сентябре. Концерты пройдут в Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Информационная служба телеканала «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам.